мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Ему должны были делать сложную процедуру, которая по своему значению и степени риска приравнивается к операции на сердце. В этот день, когда он уходил в больницу, он сказал своей жене, красавице Анне: «Если все будет хорошо, я в пятницу буду дома», и ушел. По семейной традиции он всегда целовал свою жену, когда уходил из дома, но в этот раз впервые он этого не сделал, и это очень показалось странным Анне. Дочь Марина за несколько часов до его смерти одела все черное. И это тоже было странно, мистически странно. Валерий Басов умер 29 января 1996 года. Журавка, журавко, чаго крачиш так жалко, ой, як жа мне не скакать, як так высоко летать. Все жывое да цяпла імкнецца. Агонь – гэта частка прысутнасці сонца на зямлі. Да Валерія Григоровича Басова, я ўпэўнены, людзі цягнуліся гэтак жа. Гэта была цёплая істота. Не толькі цёпла, а чалавек, які выпраменьваў цеплыню. Я гэта адчуў, калі ён прыйшоў на курс і збіраўся ставіць спектакль у нас. Я чамусьці тады абрадаваўся, што нам давядзецца з ім працаваць разам. Я не памыліўся. Потым прайшло ўжо час, мы з ім некалькі фільмаў зрабілі, былі ў такім цесным кантакце, даволі часта сустракаліся, абмяркоўвалі нешта. І вось одна дэталька такая ёсць. Я так і не змог перавесці на тое, каб называць яго Валерыем ці Валера. Мабыць, это з-за таго, што быў маім педагогам і нешта так. Хаця ён на гэта з гумарам адносіўся і кажа: мы з табой не так ужо па часу адзін аднаго адстаем, і потым ужо калегі. Я паспрабаваў некалькі разоў, нічога не атрымалася. І вось прайшло даволі доўга з таго часу, як ён ужо скончыў сваё зямное жыццё. І кожны раз, калі я прыгадываю Валерія Басова, мне на душы робіцца цяплей. Гэта яго дом. Я тут ніводнага разу не быў. Але яго прысутнасць тут ёсць. Таму што да ўсяго таго, што ён прыкладваў свае рукі, сваю душу, сваю фантазію, зараджаецца вось гэтай цеплынёй, пра якую я казаў. Растлумачыць гэта цяжка. Хутчэй за ўсё немагчыма. Тут, можа,
нешта нават не віртуальнае, а нешта містычнае прысутнічае у тым, што чалавек на гэтым свеце робіць і што ён пакідае. І гэта нешта у эфіры, у нематэрыяльным нечым фіксуецца. Вось паходзім па яго дому, як он любіў паўтараць, дом, который построил Джек. Он родился 15 апреля 1941 года в Киргизии, в городе Джалалабаде, в семье известного юриста. После войны его отец, Григорий Фотьевич, получил назначение в Беларуси. Он стал заместителем министра юстиции БССР. Семья переехала в Минск, и Валерий ходил в школу номер 42. По тем временам это была престижная школа, в ней учились дети ответственных работников и детдомовцы. Со своим другом Андреем Андросиком они довольно часто убегали с уроков для того, чтобы посмотреть новый фильм. А рядом были два кинотеатра, «Центральный» и «Победа». После киносеанса они ходили по городу допоздна или сидели в подъезде, обсуждали увиденное и говорили. Впоследствии, через много-много лет, Андрей Андросик в своих воспоминаниях о их дружбе напишет так. «Я даже не знаю, как это объяснить. Наверное, уже жило в нас еще не вполне осознанное желание прикоснуться как-то к творчеству. И этим мы были друг другу и интересны, и полезны вот в этих бесконечных встречах и разговорах». Валерию было все интересно. Театр, музыка, кино, опера, балет. Он все впитывал в себя как губка. Эмоции, чувства, мысли для того, чтобы впоследствии все это вернуть в своем творчестве. Но все это придет в свое время. Гаворыць Мінск, столица Республики Беларусь. У Мінску 6 гадзін. Все эти годы, которые прошли, уже много прошло лет, но у меня к нему чувство такое же, как было и при жизни. Светлое, ощущение теплоты, хотя вот по характеру он был достаточно человеком таким скрытым, закрытым и, может быть, даже угрюмым. Бывало, когда приходили ко мне сотрудники, и тот, кто его не знал, например, не общался вот так вот в нашей семье, они его даже побаивались поначалу. А потом они видели в нем вот человека какого-то, ну вот я даже не знаю, с чем сравнить этого человека. Опять-таки, повторяю, при условии, что он достаточно был замкнутым человеком. От него исходило тепло и доброжелательность. Очень был внимательным человеком.
что касается вот меня как женщины, я за ним была, как за каменной стеной. Может быть, я, конечно же, не буду идеализировать наши отношения, потому что в жизни, естественно, было всякое. Но вот это человек, которого никогда нельзя было вывести из себя. Может быть, он и выходил из себя, но он никогда не показывал этого. Ни при каких ситуациях, ни по отношению к семье. И я знаю, что по отношению к людям, с которыми он работал, о нем тоже вот отзывались именно как человека вот добротного, надежного. Конечно же, был он очень образованным человеком, большой умницей, очень много читал, эрудированный был. Когда мы с ним иногда начинали о чем-то спорить, и я, может быть, в силу своей эмоциональности пыталась доказать что-то, он всегда говорил, что ты смотри, потому что, да, можно отстаивать свою точку зрения, но человеку присуще слышать только что-то одно, а говорить можно все, что угодно, поэтому всегда соблюдай некую дозировку того, что надо и чего не надо говорить. Ему приходилось получать какой-то гонорар за те фильмы, которые он ставил, то он всегда стеснялся подходить к кассе, если там были люди. Он стеснялся получать деньги. Он говорил, что вот на фоне той зарплаты, которую люди получают, он говорит, мне стыдно. Я говорю, Валер, ну почему тебе должно быть стыдно? Люди получают премию, люди получают какие-то гонорары в процессе работы. Я говорю, ты же получаешь это раз в полгода, раз в год. То почему должно быть стыдно? Вот скромность даже была в этом. И все, что он делал, он всегда делал не за деньги. Он всегда делал это, потому что он это любил и потому что он не мог без этого жить. Он работал слесарем-сборщиком на 42-м Минском заводе, а потом прессовщиком на Минском автозаводе. Учился в Политехническом институте, перевелся на биофак. Его родители очень хотели, чтобы их сын Валерий закончил престижный институт и получил серьезную специальность. К удивлению, не узнали, что Валера учится в театрально-художественном институте и мечтает стать актером. Расстраивайся, не расстраивайся, дело было сделано. В 1964 году он получил диплом актер театра и кино. Он поступил в 1964 году на режиссуру и закончил это отделение в 1967 году. Вообще Валерий Басов был человеком целенаправленным и целеустремленным. И все, чего он хотел, он этого и добивался. Спокойно, по-мужски. Спасайся, тетка! Спасайся! Спасайся! Для меня нет ухода этого человека в мир иной. Он присутствует постоянно. И не только в тяжелые минуты, особенно в радостные не хватает его. Хотелось бы вот похвастаться ему, что вот чего-то добился, чтобы он гордился. Присутствие для меня ощущается оно как каждый день и как бы ежеминутно. Вот как бы он вот всегда вот здесь вот рядышком, как ангел на плече сидит. Вот я его ощущаю. Диалог у нас идет такой немножечко, может, не словами, а вот больше на ощущениях, на каких-то эмоциях. Еще как-то я вела своего ребенка в школу, и он такую интересную мне мысль подал.
Пока мы шли до школы, он меня расспрашивал про дедушку. А сколько дедушка книг прочел, а любил ли он читать? Ну, естественно, любил читать и прочел очень много книг. Он говорит, а ты знаешь, а мы с дедушкой как на качелях. Говорит, когда я был наверху, то есть на небе, говорит, он был внизу. Говорит, а когда я опустился на землю, вот внизу он поднялся. Мне как бы так понравилось вот это вот какое-то интересное вот видение всего этого. И вообще я так воспринимаю сейчас папу через, может быть, наверное, вот как его воспринимает Никита. Как вот он его видит, хотя когда он ушел, ему было всего 10 месяцев, но вот я так понимаю, что он где-то вот присутствует, вот его дух, потому что, ну, не знаю, это вот ощущается вот именно через вот этого человечка, который, в принципе, с ним и не был-то знаком, по большому счету. И разговоры идут. Вот он у меня, как бы время проходит, он не вспоминает о нем, а потом как бы вот ориентир, вот он как и был для нас ориентиром, вот и для Наташи, и для меня. Вот человек, который оставил вот такой, наверное, вот самую глубокую зазубрину в нашей жизни. И вот как бы все поступки и дела, которые совершаешь, вот, ну, равняешься на то, а как бы вот он это ценил. То есть стоило этого делать, не стоило это делать, правильно ты делаешь, неправильно. То есть, казалось бы, вот следующее поколение, которое не было с ним знакомо, оно ориентируется именно на него. То есть, наверное, человек прожил не зря. И оставил вот то главное, что хотелось бы и нам оставить в этой жизни. Ну, а что еще рассказать? Даже не знаю. К нам на телевидение он пришел в 1967 году. У нас осталась очень хорошая память о нем как о профессионале, как о человеке. Он умел работать очень спокойно, без лишних эмоций, без лишних переживаний, излияний чувств. Актеры рассказывали, что когда они работали с Валерием Басовым, то для них самой высшей наградой на съемочной площадке была его улыбка. Он снял более 50 фильмов художественных и документальных, в основном документальных, но его художественные фильмы, такие как «Аистенок», «Купальская ночь», «Колесо», по-прежнему вызывают интерес у зрителя, а документальные «Солдаты Победы», «Наравлянские хроники», «Мгновения радости», «Хорошки» — это во многом образец телевизионной режиссуры. Он очень часто, почти всегда брал призы, награды на международных и всесоюзных фестивалях. Но не в этом было главное для него в его профессии. Главное заключалось в его профессии, в самой профессии. Это была возможность рассказать о себе, о своем отношении к жизни, к миру, в котором мы живем. Последний сценарий, над которым он работал, назывался «Последняя роль». Мистика ли это, совпадение ли это, тем не менее, последний сценарий, над которым он работал, так и назывался «Последняя роль». Аникей, кажи, что ты задумал? Всему народу кажи! А то я и задумал. А где ты был, коли я партизанил, на хуторе сидел? 30 тысяч отдаю, а ты шиш. А где ты был, коли лед намок? Завёзку в поле в ночи, а ты свою теплицу вартовал. 30 тысяч навартовал, и все вам отдаю. Вам, людцы, вам, детки дорогие. А сына голым кинешь!
Ой, боже мой, ой, ой, Филипп, Филипп! Ой, ой, что ты вздумал? А? Скажи, что ты надумался! А ну слазь! Слазь, как сказала, ой, боже мой, боже мой! Ён прывабліваўся да сябе адразу. Адразу. Значыць, ён, па-першае, ён вельмі так пранізліва глядзеў, уважліва, як быццам правяряў. Вось так, такая і хітраваты такі выраз твару ў яго быў, такі прышчуреныя вочы. І трошкі такія, ну, якія дапытлівыя, якія, ну, як бы аналізаваў. Але пры гэтым, вось гэты энергетычны пасыл, які з гэтых вачэй сыходзіў, да яго цягнуў і казаў, што тут утульна, тут камфортна, тут цёпла. І так будзе і надалей, калі працягнецца на знаёмства. Гэта, мабыць, адносіцца не толькі да мяне, а да ўсіх без выключэння, хто з ім уступаў у кантакт, у творчы, у жыццёвы. Гэта адносіцца і да жанчын, гэта адносіцца і да мужчын, і да начальства, і да ўсіх астатніх. З ім было цёпла, нават тады, калі наўкол было холодна. Гэта я кажу ва ўсіх адносінах. І ў псіхалагічных, і проста калі басава сустрэнеш такой золкай восенню, сядзеш так, па чарцы выпіш, робіцца цяплей. Не ад гарэлкі, а ад таго, што ты каля добрага чалавека. Встретила дружная, фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. На знакомую улицу позабыть не мог. Где ты, милая девушка, где родной огонек? Он очень любил свою семью, свою жену, своих дочерей и делал все для того, чтобы им было хорошо. И эта дача, на которой мы находимся, она построена по его проекту, для того, чтобы его семье здесь было просторно, удобно. Он умел любить, но не умел об этом говорить, в отличие от тех, кто умеет говорить о любви красиво, не любя. Но его родные и близкие знали, что муж, отец, папа – это надежно, это защита. В судьбах очень многих людей он оставил неизгладимый след. И кто-то из его друзей сказал о нем очень точно. Валерий Басов – это человек, который способен подарить судьбу. Вот таким он был человеком, Валерий Басов. Камера есть? Вот дом, который построил Джек. Все равно, где бы мы не причалили, к островам
ли сиреневых птиц к мысу радости, к скалам печали не поднять нам устал